это изыскивал, а ребенок мог в этот месяц каким-то образом не есть, ноль имея, или как, что мана небес на него сваливалась. Это не эмоции, дорогие мои, это жизнь. Поэтому те документы, которых вы накопили, если они имеют синие печати, подтверждающие, что случались в месяце, когда ваш бывший любимый мужчина вообще никак не стержал вашего ребенка, с моей точки зрения, будут достаточным основанием того, что он не вправе претендовать на взыскание алиментов с вашего ребенка. Этой справки, где написано 0 рублей, достаточно? Этих справок в совокупности с другими обстоятельствами может оказаться достаточно для того, чтобы суд принял решение о том, что отец был недобросовестен, исполняя свои отцовские обязанности. Если после 0 рублей он хотя бы выплатил эту задолженность, да, и еще, все-таки, вы знаете, ведь неприятные процедуры требовать постановления о задолженности. Получите, тогда вы не будете вздрагивать, вот как вы сегодня вздрагиваете от того, как суд посмотрит на ваши нулевые справки. Получите постановление. Если меняющийся пристав уклоняется от исполнения своих обязанностей, дойдите до старшего судебного пристава. И последняя ремарка. Меня насторожило слово «копии». У нас народ почему-то словом «копии» именует эти вот бумажки, которые получаются вследствие ксерокопирования настоящих документов. Только тогда копия принимается как документ, когда она оформлена надлежащим образом. То есть заверено нотариусом? Не обязательно, кем-нибудь заверено. Кем-нибудь заверено. Да. Так вот, по поводу добросовестных и добросовестных плательщиков приходят смс-ки на номер 5533, начиная со слова «Маяк». Знакомый платил алименты, последние 3,5 в конверте. По окончании бывшая подала в суд, насчитали еще более 350 тысяч. Сергей из Кирова. И такая же смс-ка с Сахалина. Да. Ушел из семьи, приносил деньги наличными, затем переводил по почте. Жена бывшая подала на алименты, взыскали в полном объеме с момента подачи заявления. Полгода получал 50% от зарплаты. Алексей. Вы знаете, поэтому я активно всегда агитирую всех мужчин, которые ко мне обращаются, вовремя, дабы посоветоваться на этот счет. Действительно, нельзя, у нас взыскиваются алименты в судах с момента, когда женщина обращается в суд, с момента, да, и в силу того, что и почта работает по-разному, не всегда она знает место жительства мужа, довольно часто мужчина оказывается, стоит перед фактом, когда решение суда выносится, а у него за это время уже накопилось там 8-9 месяцев задолженности, да, и его наконец нашли, его наконец вызвали, как правило, пристав почему-то мог вызвать, у вас несколько проблем не все это. Он обнаруживает, что жена оплатила суд 9 месяцев назад, а он в это время все носил конверты. Вот я советую мужчинам, понимаешь, что это некрасивым кажется, отправлять матери своих детей денег по почте. Я понимаю, что и женщин это напрягает. Так это все как-то неловко. Куда приятнее прийти, конверт вручить, и с ребеночком поиграть, и ребенок видит, что папа вот он. Но если мы думаем о своей вот этой финансовой безопасности, да, а здесь уже речь идет о финансовой безопасности сегодня, а не когда-нибудь. О которой, как выясняется, нужно думать. Да, то я все-таки говорю, вы решаете сами, но я вас хочу предупредить, что если у вас на руках не будет доказательств того, что вы деньги жене передавали, есть много способов доказать, то у вас есть шанс залететь как минимум на 3 месяца. То есть те самые 3 месяца, которые чисто